Muhterem milletdaşlar, уважаемые участники конференции. Конечно, заявленная тема очень большая, и за это время раскрыть невозможно. Я просто хочу сказать несколько важных тезисов по этой теме. Первое. Очень часто говорят, и сегодня было сказано, что татарская культура имеет свои истоки в деревне, на селе. Это не совсем верно. У нас истоки нашей культуры имеются и в городах. Как было здесь сказано и показано, татары, хотя и были в очень древние времена кочевниками, но они уже очень давно строили города и имели городскую цивилизацию. И вот эта городская цивилизация даже в трудных условиях сохранилась. Когда мы читаем, каким образом происходили завоевания татарских ханств, мы по источникам знаем, что были очень большие жертвы и разрушения. Скажем, в Казани, достаточно посмотреть на русской летописи, когда Казань была взята, трупы лежали татар вровень с крепостными стенами, а по реке Волге татарские трупы плыли 3 дня. Настолько были большие жертвы. Но тем не менее, татары сохранились в городах, особенно в бывших столичных центрах. В Казани, Астрахани и в Касимове татары жили, и в некоторых других городах. Вот я этот компонент, старый татарский городской компонент, считаю очень важным для будущности татар, потому что они передали нам и будущим своим потомкам старые городские традиции и вообще татарскую цивилизацию. Это первый важный сегмент нашей культуры. Об этом забывать не следует. Но второй момент заключается в том, что второй тезис. Конечно, татарам пришлось заново овладеть уже русскими городами. К началу XVIII века у татар в городах проживал только 1% от общей численности. Это были очень небольшие группы, хотя и в Сибири, и в других не совсем, так сказать, крупных городах татары были немногочисленной группой. Но вот нам пришлось начать с такого довольно низкого старта. У нас доля городского населения была маленькой. Конечно, сейчас уже спустя много времени мы можем сказать, что и колониальная политика была, и это действительно так. Скажем, вот когда Крым был завоеван, у крымских татар в городах проживало больше 20% населения. Это показывает, насколько мы много потеряли, и если бы не были завоеваны, может быть, мы имели бы другой облик. Это да. Но тем не менее, вот татары ситуацией все время пользовались, и когда начался процесс российской индустриализации и промышленного развития, доля татар начала достаточно быстро расти в городах, и к концу XIX века в городах российских проживало уже больше 240 тысяч татар. Это около 5% татарского населения Российской империи. И, что самое интересное, татары старались селиться в основном в крупных городах. Но сейчас это в основном уже миллионники. Тогда эти города были, конечно, поменьше. Вот произошло после вот этой, я называю это, вторичной урбанизации. Татары потянулись в города уже, в отличие от средневековых потомков горожан, это новые поколения были. И вот вторичная урбанизация, она имела свои сложности. Например, только как демограф я приведу один только пример. По переписи 1897 года на 140 мужчин в городах приходилось только 100 женщин. То есть мужчины переселялись
по большей части в города, женщины оставались в деревнях, и это вызвало много последствий. Ну, скажем, начиная с этого времени, постепенно у татар усиливается процесс разводов, который для 18 века вообще не был характерен, потому что мужчины уходили в города, на заработках долго оставались. И даже очень отрицательные процессы шли, скажем, по Казанской губернии, если посмотреть перепись конца XIX века, среди социальных профессиональных групп можно обнаружить и значительную группу женщин легкого поведения. Они как профессия зафиксирована, и потребность, потому что мужчины были в городах без женщин. Это новое явление. Поэтому нам надо понимать, что городская культура, которая складывалась уже в условиях вторичной организации, она имела много новых сторон, которые раньше не были характерны для татарского общества. Но тем не менее я могу сказать, что татары в городах во второй половине 19 начале 20 века старались сохранить свои традиции старые. Вот, например, такое довольно любопытное явление, которое характерно для семейно-бытовой сферы было для татар-горожан. Но обычно, когда про татар пишут не очень осведомленные лица, они говорят, что татарки выходили замуж рано, чуть ли там с 15 лет выдавали замуж. А когда начинали смотреть конкретные материалы, в том числе по городскому населению, оказывается, совсем не так было. Основная группа татарок замуж выходила в возрасте от 20 до 25 лет. А мужчины были и того старше, примерно на 5-7 лет старше своих невест. И эта традиция, она была старой деревенской традицией, она в городах сохранилась. Потом вот, конечно, в новых условиях женщинам пришлось идти и на промышленное предприятие, это уже с 19 века начинается, то есть татарки не отсиживались дома в своих семьях, но тем не менее, если посмотреть материал 20-х годов, можно увидеть, что в самодеятельном, в промышленных делах, на производстве мужчины работали в 3 раза чаще, чем женщины. То есть еще женщины не полностью ушли из семей и во многом занимались воспитанием своих детей. И вот из таких достаточно показательных явлений я могу еще сказать, что это общепризнано, что татары имели достаточно высокий уровень образования благодаря своей системе образовательной. И очень заметно, что женщины не сильно отставали от мужчин по уровню образования. Хотя мадресе старались больше отдавать мальчиков, но девочки тоже учились. И поэтому, в отличие, скажем, даже от русских Поволжья, татарские девочки имели лучшее образование. Это статистические данные показывают. И вот если сравнивать с соседними народами, то татары отличались тем, что имели достаточно большой городской массив, достаточно образованный, и поэтому, когда в России создались условия для быстрого промышленного развития, татары начали очень интенсивно создавать свою новую культуру и, как мы сейчас называем, быстро превращаться в буржуазную нацию. Это не все народы, даже крупные в Российской империи, смогли пройти этот путь. Поэтому, когда у нас уже установилась советская власть, мы смогли сохранить некоторые свои важные преимущества и стали достаточно быстро развиваться в советских условиях. Конечно, в советских условиях были свои трудности, там проблем было навалом, если так мягко выражаться, но тем не менее мы достаточно успешно прошли стадию урбанизации, и к 50-м годам более половины татар перебралось в города. Сельское население сейчас уже значительно меньше, еще меньше.
И вот я могу сказать, что были и неуспешные стороны нашего переселения в города. Потому что города были в основном русские, и татары до 20-х годов фактически могли свои этнические признаки очень устойчиво сохранять. Вот, например, если посмотрите переписи 20-х годов, вы там практически не увидите татар без родного языка. Была очень маленькая доля потерявших свой язык. А вот с течением времени этот процесс приобрел отрицательные черты. То есть нам не удалось полностью адаптироваться к городской русской среде, где мы могли бы свои культурные параметры сохранить. И, кстати, вот сейчас уже можно смело сказать, и это очевидно, когда были татарские слободы в городах, мы имели большие возможности для развития образования и культуры в этих слободах. И потом советская власть нас разметала в разные стороны, да и имперская власть не очень старались сохранить татарские слободы. Но для нормального функционирования национальной культуры компактное проживание очень важно. И сейчас я вот по всей России не могу сказать, но в Казани татары сейчас как-то начали задумываться о том, что, может быть, надо более компактные зоны даже в Казани образовывать, потому что там, скажем, очень легко решить школьные вопросы образовательные. И нам надо вспомнить и наш исторический пример. Мы от китайцев ничем не отличались в свое время. Мы, когда переселялись наши предки, они селились компактно, строили мечеть и школу рядом. И там многие проблемы можно решить. Поэтому слободская жизнь, она должна быть изучена и для того, чтобы мы могли этим примером воспользоваться. И вот я, завершая свое выступление, хочу сказать, что как редактор журнала «Туганжир», родной край, который финансируется Конгрессом татар, мы получаем большую поддержку со стороны руководства республики. Мы пришли к выводу, что этот журнал он краеведский, но в этом журнале обязательно должен быть раздел, который будет посвящен городским татарам. Нам надо писать статьи на эту тему и осваивать собственный исторический опыт городского проживания. Спасибо.